У нас очень плодотворным оказался месяц июнь. Главные мероприятия были проведены в рамках подготовки переписи населения. Это посещение 4 сабантуев, привезли везде календари, везде распространили свою литературу, и 2 праздника Святой Троицы. Также у нас событием, одним из главных событий этого года является, мы выпустили книгу с тиражом 10 тысяч, мы о ней уже много говорили последние месяцы, и вот она появилась на свет. Мы провели первую презентацию в Казани с приглашением участников, кто принимал участие в подготовке этой книги, и главных редакторов основных казанских изданий, газет и журналов. Также у нас в июне месяце прошла льготная подписка на газеты и журналы. Это 20 газет Казани и 6 газет вне Казани. Мы провели льготную подписку для пенсионеров, ветеранов. Это Маданият Джумга, Шахри Казань, Вечерняя Казань, журнал, Идель, Безнен Газит. Также вот в Нижнекамске, в Актаныше, в Набережных Челнах были проведены нами льготные подписки. В общей сложности 26 изданий. В год штаб «Татар» проводит подписку на 16 тысяч изданий. В основном они все льготные, и часть из них мы получаем в штаб, и там в Москве у нас есть 300 адресов, это пенсионеры, татары, наши ветераны, аксакалы, которым мы постоянно их развозим. Особенно они сыграли большую роль в период пандемии. Очень было им приятно, когда раз в неделю мы им всем развозили вот эти пакеты, скомплектованные этими газетами. Также у нас ни одно мероприятие со студентами, молодежами не обходится без раздачи свежей прессы. Штаб «Татар» верит еще в прессу, в газеты. Еще есть у нас определенный пласт населения, который очень любит читать. Также в июле месяце мы подготовили, и в июле они будут опубликованы, это 30 пунктов неотложных мер по перезагрузке сознания, по смене курса деятельности, по сохранению татарской культуры. Эти 30 пунктов мы долго обсуждали. Они будут в июле месяце опубликованы. Это наша будет главная политика, которой мы будем придерживаться. Мы ее рекомендуем сейчас директорам школ, учителям татарского языка, общественникам, председателям общественных организаций, автономий, конгрессов, главам администраций, сельских поселений. Это очень важные 30 пунктов, на которыми надо задуматься. Также очень важно до всех довести в июле месяце нашу книгу, чтобы с ней все ознакомились. После прочтения этой книги также у многих она заставляет задуматься. Там практически есть ответы на все вопросы. Мы у 50 татар-ветеранов Великой Отечественной войны брали интервью в течение 3 лет. Цикл этих 50 роликов мы закончили. Мы досняли еще 5 роликов на тему переписи населения. У нас были 10 поездок в разные города, в субъекты. Везде мы с пропагандой наших газет, календарей, выступлений. И огромную работу мы проводили, конечно, в интернете по переписи населения. Очень масштабно нынче получилось провести День молодежи с другими московскими такими же, активными, позитивными организациями. Мы провели этот День молодежи, больше 100 человек на природе. Очень мероприятие удалось у нас. Также у нас запланировано в течение этих месяцев 10 встреч и выступлений на телевидении по приглашению первокурсников. Как только они начнут учиться в Москве, переедут в Москву, чтобы они сразу же связывались со штабом. В штабе мы их распределяем по группам медиков, юристов, строителей, бизнесменов, IT-технологии. Всех мы их распределяем. Поэтому у нас запланировано, 10 выступлений на телевидении. Мы выступили на той неделе в Актаныше, в Нижнекамске, в Челнах, в Казани. У нас огромные планы на июль. В июле месяце мы, ждем документов из Минюста о регистрации Конгресса Москвы и Московской области. Мы проведем
4 крупные презентации книги и где-то в районе 10 встреч у нас ожидается в Татарстане. Это в Нижнекамске, в Челнах, в Актаныше, Мензелинске, Камских Полянах, и будут 2 встречи в Москве. В этом месяце, в июне, у нас были очень хорошие встречи во время сессии со студентами Москвы, где мы вот по своей методике общались с молодежью. Это была аудитория, 50-70 человек, молодежь, студенты. По нашей методике мы с ними обсуждали по привитию любви, ответственности, понимания нужности, значимости татарского языка. Также мы в эти встречи со студентами сейчас включаем всевозможные тренинг-лекции на тему личностного роста. Вот, кто я в этой жизни, вот, чтобы они задумывались и между собой общались, знакомились. Это очень важный момент у нас. Вот такие 2 встречи со студентами. В наши планы на июль месяц входит посещение 2 Петров дней, 2 Сабантуев и ряда молодежных встреч по подготовке переписи населения. Также поездки с разъяснительной работой. У нас будет раздача вот этих книг, литературы, встреча с активом. У нас будет обсуждение вот этой нашей программы из 30 пунктов, которую мы опубликуем сейчас в прессе. Вот эти 30 пунктов будут еще корректироваться, добавляться. Это все будет подготовлено к 20 сентября. У нас будет 20 сентября заседание аксакалов, уже офлайн режиме. На заседании аксакала будет принято, надеемся, вот эта вот наша политика из 30 пунктов. Также там рассматриваться будет пункт по дальнейших взаимоотношениях с ВКТ и других общественных организаций. И первый, план работы по Конгрессу Москвы и Московской области.